утро, мои дорогие! Ирдик Хелшин, с вами снова Лейла, и вы на канале «Как-то так у Лейлы». Так, ну доброе утро, скорее всего даже добрый день, уже 11 часов утра. У нас вот такая вот солнечная, теплая погода, прямо очень-очень тепло, друзья. И я решила сегодня все-таки помыть окна, потому что такая погода будет стоять не всегда. У меня снова грязные окна и здесь, короче говоря, ну и на кухне моей. Ой, зарядка. Так, в телефоне нет зарядки. И вот тут вот на кухне. Так, я здесь уже прошу Ибрагима помыть свои окна. Он не соглашается, чтобы я снимала. Короче, окна очень грязные. Сейчас мне сначала Ибрагим помоет их обычной тряпкой, потом, ну, тряпкой от этого, как она называется, фирма. Этой тряпочкой помоем. Ну, сначала вот помою этой тряпкой. Стремянку принесли. Я боюсь на стремянку. Я очень боюсь высоты. Даже такой высоты боюсь, если честно. Поэтому сегодня у меня вот такой вот день мытья окон. Хотя я и не люблю мыть окна, но надо. И сегодня как раз такой день, что как раз для такой погоды. Ой, для такой работы погода такая. Так, ну вот, друзья, 4 окна я помыла сама. Конечно, очень боюсь стремянки. Но ничего, вроде бы чистенько. Но с внутренней стороны они еще и не мыты, поэтому не очень-то блестят, мне кажется. Хотя камера, наверное, и не передает. Так, значит, вот эти 2 окна Ибрагим не помыл. Но свалился со стремянки. Он и так у нас был немножко как бы пораненный. С ребятами играл, упал, у него болело бедро. И еще стремянки свалился. Ну, дальше уже будет мыть Джабраил, потому что на высшие ступеньки лестницы я ни за какие деньги не поднимусь. Я боюсь. У меня сразу же начинает голова кружиться, я упаду. Так что вот так вот, друзья. Солнышко зашло за тучки. Но все равно тепло. Я в летнем платье, как вы видите, очень тепло. И я рада, что все-таки погода мне позволила это сделать. Помыть мои окна. Я переживала, что они грязные, и до зимы, ну, до холодов я не успею нормально их помыть. Ждать девочек тоже не хочется. Если честно, друзья, я крайне редко мою окна. Крайне редко, потому что всегда мне их моют мои девочки. Но сейчас у них не получается приехать. У Мадинки дети еще болеют. Танзила сама и болеет, и заказы у нее. Танзила тоже опять простыла, подкашливает. Ну, вот так вот, друзья.
Так, друзья, и вот между уборками чуть-чуть покажу вам, как мы сегодня обедаем. Вы знаете, что мыла окна вместе с Ибрагимом и Джабраилом, получается, напополам. И попросила старшего сына, чтобы он запек нам картошку в духовке. Вот, смотрите, это наш быстрый обед. Значит, смотрите, сметана с творогом, соленые помидорчики и картошка печеная. Сейчас. Ой, мамочки, горячие. Ну-ка, разломай ее. Вот такая вот картошка, запеченная в духовке. Очень быстренько, друзья, буквально за полчаса она у нас готова. Сейчас пообедаем и дальше за уборку. Так, ну вот, друзья, значит, покажу вам. Я вам обещала показать свою кухню. Покажу вам кухню мою. Тут я прибралась, тут у меня были коробки. Ну, все лето я тут как бы и помидоры, и огурчики, и перчики сюда, потому что помещение было большое, свободное. И поэтому вот как-то так, друзья. Значит, окна мне помыли мои мальчики, как видите. Конечно, не так бы, как мне хотелось. Ну, что поделать. Дело в том, что я не могу на стремянку, как я говорила. Ну, ничего, вроде бы помыли. Нормально. Вот. Просто я вам обещала показать. Сегодня здесь так немножечко прибралась, как я говорю. Убрала все лишнее. Помыла, тут вот стояли, как я сказала, помидоры. Это водой, что мыла окна, просто прошлась. Конечно, нужно хорошенечко мыть, но это уже не сейчас. Это у меня вот морозильник-ларь, витринный холодильник. Он у меня сломан, никак не могу себе починить его. Очень мне бывает нужен, но так и не сделала. Это обычный холодильник, маленький такой. Тут инструменты Джабраила, там какая посуда, там тоже инструменты. Ну, вот так вот лишнее все, вот, все, что мне тут не нужно в доме, все сюда выносится. Это полки моего магазина бывшего, когда-то у меня был магазин. Так, специально сняла вам вот эти шторки. Тут, как видите, вот лишняя одежда, подушки, все, что не нужно. Это я все тоже закрываю шторками. Но тут вот яблоки, груши из огорода, орехи собранные. Уже одно дерево там у нас сзади между соседями. Вот сейчас тоже прикрою после того, как завершу съемку. Ну вот, как видите, это тоже посуда. Ну, делать нечего, просто мне некоторая посуда принесена из кухни, пока ремонт идет. Ну, вот такие вот как бы гаджеты. Сейчас тоже накрою простынкой, я специально их сняла. Там тоже вот под простыней у меня посуда тоже, но посуда тут в ящиках, в коробках своих. Вот так вот там до конца. Вот вся эта посуда. Вот так вот. Ну, вот как-то так, друзья. Вот вид из этой кухни, как бы. Тут кухня, кладовка пока огромная, 6 на 7. Вот такие вот дела, друзья. Ну, все. Конечно, кухня как бы моей мечты. Кухня моей мечты, наверное, хоть и неудобно, я уже женщина в возрасте, мечтаю о какой-то кухне, да. Но действительно, очень бы хотелось, чтобы мы, ну, давайте хотя бы на следующую осень будем пить чай, надеюсь на это. Может быть, осуществится моя мечта, что к следующей осенью, это через год, мы будем пить чай на этой кухне, уже обустроенной, сделанной, как мне бы хотелось. Очень этого хочу. И чтобы действительно я могла готовить для вас, для нас, показывать рецепты и встречать гостей в этой кухне. Ну вот как-то так. Теперь пойдемте. Я уберу под навесом, ну вот в этой, как она у нас, терраса лучше называется. Приберусь, видите, тут инструменты Джабраила, он сегодня машину делает. Заберу все свои эти после мытья тазики, мазики, подмету тут на террасе. Заикаться уже стала.
Все, и дальше уже на кухню. Надо будет готовить ужин. И будем, наверное, скорее всего, делать фейхуа, варенье из фейхуа. А я его еще не сделала. Будем сейчас его делать. Я надеюсь, и сегодня я успею выложить свой ролик. Уже к вечеру стало прохладненько. Но сегодня такой действительно шикарный был день, друзья. Просто с таким хорошим настроением. Я убралась везде, как видите, хоть и стало поздно, но зато все окна блестят. Конечно, не так блестят окна на кухне, потому что я помыла, мне понравилось больше. Но ничего, он мне и с этой стороны помыл. Так, стремянку не унес. Ой, мамочки. Вот Джабраил постарался. Молодец. Эти уже чисто помыл. Молодец. Вот так вот, друзья. Может быть, какая-то мотивация для вас, если у вас еще не холодно, для мытья окон и для какой-то работы. Так что посмотрим, что у нас на улице. Горы, правда, плохо видны в тумане. Вот. Главное, день так быстро заканчивается, световой день. А уже когда темнеет, в принципе, ничего не хочется делать. Это у вас бывает такое, друзья, что когда уже темнеет, хочется уже сидеть, ничего не делать. А когда день длиннее, ты все-таки хоть и до 7, и до 8, и до 9, пока светло, что-то хочется так делать, работать. Вот так вот, друзья. Ну все, пойдемте на кухню. Вернее, не на кухню. Я сейчас доделаю, и пойдемте на кухню тогда. Под террасой подмету, все сделаю, и все. Ну вот, друзья, подмела, убрала. Я довольна сегодня. Давно переживала, что тут все грязно. Так, хромой идиот идет домой. Ты что не сказал, что ты в магазин идешь? А? Почему не сказал? Что? Еще раз пойдешь? Нет. Да. Нет. У нас лампочка перегорела и здесь, и в этом, в курятнике. Так что сходишь еще раз в магазин. Вот так вот, друзья. Специально вам его показала, потому что он немножко прихрамывает, чтобы вы знали, что он не так уж сильно как бы ушибся. Это они вот играли с ребятами позавчера еще, и там упал, и немножечко, даже не немножечко, у него хорошо бедро болит. Так, слушайте, я действительно не налюбуюсь на свои окна. Они блестят действительно. Как дурочка, да? Ну, ладненько, все. Это уже и прохладно. Довольна я сегодня своей работой. Хорошо, что сегодня день такой Всевышний дал, тепленький, что я уже не переживаю за эти окна, что у меня окна грязные, что может кто-то прийти, что будет грязно. Но уже, конечно, и с внутренней стороны, но это уже может быть завтра, может послезавтра, не знаю. Это я уже посмотрю как бы по настроению. Так, друзья. Ну вот, сегодня ко всему, что я еще убирала, мыла окна, мне привезли мои ковры, ковролины, дорожки. Сдавала в химчистку, друзья, неделю тому назад. Ну вот, немножко поразворачивала, по-моему, вроде бы почистили чисто. Я не могу их стирать, так что я их каждый год, один раз в год сдаю в химчистку. Вроде бы чистенько почистили. Вот. Когда были девочки дома, они стирали, а сейчас я не хочу, если честно. Нормально вроде бы. Но потом я разверну, посмотрю, а так посмотрела, по-моему, чисто почистили. Особенно этот ковролин у меня был очень грязный. Но вроде бы хорошо. Так, вот. Что тут написали? Метраж, наверное. Кадзуева. Ну... Наша улица написана. Вот так вот, друзья. Теперь пока отнесем. Мне надо будет тоже генералить завтра. Все прогенералю. Уже разложу. Все-таки осенью, зимой уютнее с коврами, с паласами, с ковролинами. Летом, конечно, я их всегда убираю, потому что летом, мне кажется, даже каждый день влажной тряпкой пройтись бывает намного лучше. Так, ну вот. Если кому-то в Ингушетии нужен номер телефона, кто их стирает, это не реклама.
я могу вам дать. Я точно даже не знаю, где они находятся, но они приезжают в любое наше село, ну, в любое место приезжают, забирают сами и сами же обратно привозят. Вот почистили мне раз, два, три, четыре, пять, этих 5 разных там ковров, паласов. 5800 обошлось. Вот так вот, друзья. Так, друзья, ну и вот теперь дошла у меня очередь и до фейхоа. Как видите, я ее промыла. Это такой фрукт, можно сказать, даже экзотический, но он растет, говорят, в Абхазии, ой, в Азербайджане и в Грузии, мне сказали. Точно не знаю. Ну и в тропических странах. Значит, смотрите, вот какой он. Когда он хорошенечко созрел, он бывает мягкий. Вот я специально разрезала для вас. Так. Видно? Вот. Мякоть такая очень мягкая. Я люблю вместе с кожурой. Его есть очень часто ем, когда он уже появляется на рынках у нас. Ну, некоторым кожура не нравится. Она какая-то вот терпкая такая бывает, но она именно этой... Не она, этот фрукт очень полезен вместе с кожурой. Вкус, меня спрашивали, какой у нее вкус. Я специально прочитала, потому что сама не могла сказать именно, на что похож этот фрукт. Ну, такой он кисло-сладкий, с приятным клубнично-ананасовым привкусом получается. Вот как-то так, наверное. И вы знаете, тут я нашла, специально зашла, прогуглила и посмотрела. Тут очень много полезного для организма. Но, конечно, как любой экзотический фрукт, считается, что нужно сначала проверить, переносится или нет. Тут, оказывается, очень много витаминов С, В, П, витамина Е. И еще тут много очень витаминов: йода, калия, кремния, бора, хрома, витамина С 40 мг на 100 грамм продукта. Короче говоря, друзья, я так читаю сейчас. И фейхоа богата йодом, очень даже. Это у него есть также противовоспалительные свойства. Короче, очень противогрибковое средство. Подходит для правильного питания, укрепления костей, чего только нет. Профилактика даже раковых заболеваний. Вот. Ну, вред фейхоа для людей с лишним весом употребление фруктов должно быть ограничено. И фейхоа не исключение для этого. Короче, лишний вес с нарушением углеводного обмена. Так. Ну, если нельзя есть, если есть язвенная болезнь, сахарный диабет. Ну и все, а так вроде бы все нормально. Но я не знаю, у меня, конечно, есть лишний вес, но я все равно его ем. Ну, конечно, я его не ем прям вот очень много, как бы. Я вам прочитала, но вы сами можете загуглить. Конечно, я его ем в меру. Ну, в день 1, 2, 3 я не знаю даже, как их назвать, ягоды, не ягоды. Я их ем. Теперь, смотрите. Мальчики тоже, ну, до сих пор мы ели, никакой аллергии, ничего нам это не делало. Ну, будем делать такое, знаете, друзья, живое варенье, как бы, я не буду его варить. Вообще считается, что фейхоа полезно есть с медом. Видите, вот это вообще очень сочное, уже зрелое, я его съем. Мне очень нравится вкус фейхоа. Дело в том, что есть с медом, как я сказала, полезнее, но с медом я не люблю почему-то. Ну и, конечно, чем есть варенье, но они же долго не будут лежать, плод не будет долго лежать, поэтому все-таки перекрутим. Старший сын у меня вообще обожает его. Ест очень много, уже я ему даже запрещаю, я говорю, слишком много, конечно, нельзя. Но у него проблемы с избытком веса нет. Но он у нас может есть хоть что, если, ну, в принципе, из-за веса, если. А так у него тоже никакой аллергии к нему, ничего нет. Поэтому вот как-то так, друзья. Ну, сейчас я не буду вас долго затягивать. Быстренько сейчас почищу. Мне еще для этого нужны апельсины. Ну, я чуть-чуть попозже покажу. Банки, как видите, я помыла. Сейчас я налью кипяточек для стерилизации, и все будет готово. Теперь я вылью эту водичку. Ладно, без вас. Но сейчас. Значит, тут у меня 4,5 килограмма. По рецепту
на каждый килограмм по одному апельсину. Я делаю по такому рецепту. Можно без апельсина. По-моему, есть и с лимоном. Много чего. Ну вот я как несколько лет тому назад, лет 5, наверное, до этого я даже не знала, что существует такой фрукт. Лет 5 делаю вот такое вот варенье. На килограмм фейхоа 1 апельсин и 800 грамм сахара. Перекручиваю через мясорубку в баночке и в Ой, не в морозилку, в холодильник. Храню всегда в холодильнике. Так, ну вот, друзья, подготовила я и апельсины, и фейхоа. Так, значит, я забыла вам сказать, скорее всего. Значит, апельсины, 4,5 апельсина. Ну, 1 апельсин, который мы добавляем на килограмм фейхоа, с половинки нужно снять кожуру. Вот как видите. А с половинки апельсина не надо. Вот некоторые у меня сняты. Даже получше снять вот это вот белое. Я сейчас буду снимать. Сейчас я это все пропущу через мясорубку, а дальше посмотрим. Так, друзья, ну вот, мы перекрутили апельсин с фейхоа. Я переложила в большую чашку, потому что с сахаром будет легче мешать. И теперь вот засыпаю, я чуть-чуть засыпала уже, ну, чтобы вам показать, подключилась. Засыпаю, взвешивая сахар, значит. И сейчас потом подключусь, как засыплю сахар. Так, ну вот, друзья, засыпала я сахар. Теперь мы тщательно перемешаем. Аромат превосходный, потому что апельсин. Как таковой фейхоа чуть-чуть есть у него свой запах и аромат, но апельсин, конечно, будет перебивать. Ну и вот, друзья, варенье мое готово. Свежее варенье. Значит, получилось у меня 4,5 килограмма фейхоа и 4,5 апельсинов. Я тебе буду смеяться. 4 семисотки, 7 пол-литровых и вот такая вот маленькая баночка. Ну и вот столечко еще. Сейчас Ибрагим будет пить чай с этим вареньем. Не буду, она невкусная. Вот видите, друзья, у нас Ибрагим не любитель этого варенья. Вообще-то Ибрагим много чего не любитель, полезного. Тыкву не ест, требуху не ест. Что ты там еще не ешь? Требуха, что такое? Черемшу, по-моему, не ешь. Черемшу? Черемшу нет. Вот. Все, что полезно, у нас Ибрагим не ест. Ладно, все. Это было как бы Затравка. отступление. Затравка. Так, ну все, друзья, готовьте, если еще найдете фейхоа, но оно еще есть, потому что еще у нас заморозков нет. Пока еще, наверное, недельки 2, скорее всего, будет на рынках. Так что готовьте очень вкусное, полезное, ароматное варенье. Так, убери его. Потом его покажем. Вот такое вот варенье. Его видно близко? Чуть выше подними. Вот так видно. Вот, видите? Очень вкусное с чаем. Конечно, полезнее, опять повторюсь, с медом. Ну вот, друзья, на сегодня я свой влог закончу. Как-то так у нас сегодня.